Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы абмяркоўваем, як звычайна, падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, ужо троху адпачыўшы і больш-менш прыйшоў у сябе, з намі на сувязі распрацоўшчык платформы для галасавання на выбарах у Координацыйную раду Беларусь ID, а таксама платформы Новая Беларусь, проекта Голос, IT-прадпрымальнік Павел Лібер. Добрый день, спадар Павел. Привет. Ну, сапраўды адпачыць троху атрымалася, справы там неяк свае ўжо так у калію увесці нормальную звычайную працоўную. Да, более-менее. Я вот до этого шутил о том, что как бы закончить все хвосты и дела, это как британская пословица, что чай под дождем можно пить бесконечно, практически невозможно. Но хотя бы после выборов мы чуть-чуть с командой отошли. Ну, а ўжо паспелі зрабіць нейкі такі, ну, я не ведаю, аналіз, трошку асэнсаваць, што гэта было з пункту гледжання вот менавіта вашага прафесійнага распрацоўшчыкаў платформы. Не агулам, мы это, можа быть, закранем потым яшчэ, а вот прафесійныя, якія высновы? Да, мы достаточно плотно посмотрели с командой после уже выборов, что у нас получилось, что у нас не получилось, что мы сделали не оптимально. И, в принципе, достаточно большой список составили, что можно было бы улучшить в следующий раз, как в самом процессе, потому что платформа всегда следует какому-то процессу, так и с точки зрения технической платформы. Потому что, например, мы нашли несколько уязвимых мест, когда у нас несколько десятков человек не смогли проголосовать из-за как раз-таки технического решения. Оно было сделано там для дополнительной безопасности. Но если у человека разрывалась связь, когда он отправлял свою транзакцию в блокчейн, он не мог переголосовать, потому что мы так качественно разорвали голосы человека, что система уже не могла быть уверена, что он не голосует дважды. И мы несколько десятков человек как бы потеряли здесь, они не смогли проголосовать. И вот таких несколько мест мы нашли действительно, и будем их выправлять к следующему разу, если следующий раз будет. Потому что для нас это тоже было достаточно интересный новый опыт, несмотря на то, что мы изучали много решений, несмотря на то, что мы и консультировались с большим количеством экспертов, в том числе в цифровых системах голосования, мы понимаем, что первый реальный опыт, он все равно всегда приносит тебе колоссальное количество новых знаний, опыта и понимания, где что можно улучшить. Дарэчы, вось адразу по ходу пытання некалькі разоў вось ты прамовіў гэта слово нешта палепшыць для далейшага выкарыстання. Ты думаеш, што яшчэ спатрэбіцца, яшчэ будуць нейкія галасаванні такія вот, на якія спатрэбіцца вот эта платформа? Смотри, во-первых, безусловно, да, мы же можем говорить не только про какие-то электоральные ивенты. По сути, мы заложили очень интересную основу. Мы заложили платформу, в которой белорусы и белоруски могут высказывать свое мнение, а у нас есть достаточно авторитетное заключение, что действительно это качественная, надежная платформа, и что это действительно люди, они действительно верифицированы. И это механизм, который можно использовать для чего угодно, для опросов, для петиций, для коллективных заявлений и так далее и тому подобное. Мы создали очень интересную базу. И при этом как бы мало кто понимает, что произошло с технологической точки зрения. С технологической точки зрения мы создали супер уникальный продукт. На самом деле в мире таких вот продуктов, через которые можно было бы делать электоральный ивент с полноценным процессом верификации, дедупликации людей, с использованием блокчейна, и при этом, чтобы там были еще и международные наблюдатели, и аудиты, и все остальное. То есть мы не нашли аналогов. Там что-то пробовал делать Тибет, про что-то очень много писали всяких там исследований, планирований и так далее, но так, чтобы кто-то прям сделал готовый продукт, протестировал его вживую, и это все работало, и за этим всем следили, и это все там условно признавали, потому что, насколько я понимаю, Координационный совет, в принципе, там признается сегодня различными государствами и европейскими организациями. Вот это действительно супер уникальная штука. И да, мы сделали какой-то первый шаг здесь, это очень важно понимать, потому что мы заложили базис. Но от этого базиса можно отталкиваться и строить полноценную платформу, в которой нация в изгнании может начинать там обсуждать какие-то вещи, голосовать, решать свои проблемы и прочее, прочее. И поразительно, что это понимают практически все, кроме нас.
Ну, то есть международные наблюдатели, они были просто в восторге, когда там мы им объясняли, как это все работает. Аудиторы говорили, что они вообще первый раз видят такой сложности платформу, связанную вместе со всеми компонентами и так далее и тому подобное. И только у нас и сказали, 7 тысяч проголосовало, вообще фигня, как бы зря делали, короче. А вот мы считаем, что мы на самом деле сделали очень крутой, полезный продукт, который очень поможет нам, и, возможно, не только нам, потому что я могу сказать, что за последние 2 дня приходили уже из других стран, как бы, где похожие проблемы, просто для того, чтобы изучить этот опыт, потому что, как я сказал, опыт на сегодняшний момент достаточно уникальный. С других краін это России? Не, Ну, хорошие русские у этих, мают на увазі. у этих нет шансов, потому что, знаешь, хорошим русским для начала надо научиться объединяться, как это научились делать белорусы и белорусские. А поскольку для них вот это первое базовое правило не выполняется, у них там куча своих мелких организаций, кланов, которые враждуют друг с другом и так далее, я думаю, что им этот путь придется проходить гораздо дольше, чем нам. Павел, я одразу... Но при этом, кстати, важный момент, что платформа-то с открытым кодом, она выложена в паблик, и, в принципе, ее могут брать и пользоваться все, кто захотят, но, опять же, платформа не отвечает на вопрос отвечает процесс, платформа и объединение. Я таксама зачаплюся за твоё слово, якое ты сказаў, што гэта выдатная такая платформа для патрэб у такім вот электаральных патрэбаў нацыі ў выгнанні. Але ці сапраўды улічаныя ўсе нюансы вот нацыі ў выгнанні? Я маю на ўвазе, мы з тобой абмяркоўвалі гэтую тэму, калі ў чалавека няма беларускага пашпарта. Вот як вот далей думалі, што з гэтым рабіць? Да, и мы же с тобой обсуждали еще тогда, что, в принципе, это тоже решаемая проблема, потому что, как бы, если очень целенаправленно работать над развитием этого решения дальше, то, безусловно, можно начать предусматривать все случаи, когда мы можем принимать и travel-документы, и справки беженца, и все остальное. Это уже вопрос развития этой платформы. И, соответственно, кто его будет развивать, как это будет развиваться, в какую сторону и так далее. Сейчас пока что даже таких обсуждений не идет. Мы получили какой-то первый опыт. Мы готовим список всех узких мест, которые были, что можно улучшить, что можно переделать и так далее. И дальше мы будем смотреть, в какую сторону это развивать. Опять же, с учетом там ресурсов, которые у нас есть. Потому что тут важно понимать, что, к сожалению, за нами сегодня там нет какой-то большой организации, которая готова там валить кучу денег, чтобы этот продукт расширялся. Да? То есть эта платформа сделана большей частью за свои деньги, частично за партнерские. И при этом это все равно достаточно ограниченный ресурс. Очень важно это понимать. Рутерфорд піша: Лібер красаўчык, дзякуй за распрацоўку такога добрага інструмента. Ну, я б толькі красаўчык все ж таки заменіў на прыгажун. После 10-20 года красаўцы это вот как-то вот ўсё таки, ведаеце, не вельмі добрыя адценні, але тым не менш вось такі комплімент быў. Яшчэ одно пытанне. Добра, давай пераходзіць да, можа быть, пытанняў, у тым ліку не вельмі прыемных з аднаго боку, з другого боку правакацыйных. І што ты на гэта скажаш? Было пытанне, але яго ўжо, відаць, з мэтай бяспекі прыбралі, але сэнс быў такі, што чалавек галасаваў з Беларусі, дзякуе табе за выдатную магчымасць прагаласаваць, і далей пісаў: спадзяюся, что гэта ўсё для мяне скончыцца нормально і я буду застануся ў бяспецы. Вот, то есть наколькі бяспечна для тых, хто галасаваў у Беларусі, а можа і не толькі ў Беларусі. Мы ж ведаем, як помсціць рэжым нават тым, хто з'ехаў з краіны, знаходзіць розныя метады. Так что бяспека, наколькі вот яна добрая? Да, если человек следовал всем нашим инструкциям, то есть использовал веб-версию, делал это под VPN, соответственно, делал это в режиме инкогнито, то для него это действительно безопасно, это невозможно отследить со стороны белорусского режима, и таким образом человек будет полностью в безопасности. Если человек при этом не следовал, как бы, не знаю, если человек забыл включить VPN, мы бы его и не пустили, как бы, голосовать, но он мог там, не знаю, пользоваться браузером и не почистить историю или еще какие-то такие вещи сделать, тогда, конечно, для него будет более опасно, потому что тогда у него можно будет найти следы. Поэтому я еще раз всех призываю, кто находится в стране, очень ответственно отнестись
к тем инструкциям, которые были, обязательно проверить, что вы использовали VPN, что вы использовали режим инкогнито. Если нет, обязательно очистить историю, и тогда действительно для вас это будет безопасно. Для людей снаружи мы специально избрали другие каналы, хотя многие из них все равно тоже голосовали через веб по нашим инструкциям. И мы специально сделали так, чтобы они устанавливали мобильные приложения в той конфигурации, которая не оставляет следов на телефоне. Опять же, до сих пор у нас там лежат инструкции, как это все безопасно удалить, если человек вдруг захочет поехать в Беларусь. Поэтому, да, обязательно инструкциям нужно следовать. При этом мы прекрасно даем себе в отчет, что наверняка выйдет какое-нибудь там, не знаю, видео, что кого-то задержали, где человек там прочитает речь на камеру о том, что все базы слиты, все там будут пойманы и так далее. Или какая-нибудь целая передача про доблесть белорусских хакеров, которые все украли и прочее, прочее. Да, нужно заранее понимать, что такое будет, потому что инфоатака – это то, что белорусский режим использует всегда ко всем цифровым продуктам. У нас даже есть на это шутка, что как бы, когда Игорь Тур выйдет и скажет, что все базы слиты и начнет показывать людей из этих баз, он обязательно должен добавить, что у каждого из них уже был новый белорусский паспорт и будет показывать его распечатки. Да, пашпарт новой Беларусі, про які по якім усе і прагаласавалі. Дарэчы, Вожык Патрыёт пытаецца, а по пашпарце новой Беларусі можна будзе прагаласаваць у будучыні? І ввогуле, как бы я наўздагон, я ж думаю, ты чуў ужо гэты скандал с расследаваннямі про фірму, якую нібыта там хацелі замовіць гэтыя пашпарты, а яна аказалася там нейкім чынам звязаная с гаманцамі з Лукашэнкі. Як ты ацэньваеш гэты кейс? Ну, тым больш, что ты сам у Вильни и фирма тая у Литве. Хорошо. Ну, дай бог нам решать эту приятную проблему, чтобы можно было проголосовать по паспорту Новой Беларуси, когда у нас в руках будет паспорт Новой Беларуси. Я думаю, что как только будет документ, соответственно, добавить его как возможность голосования проблемы не будет. Слушай, по поводу расследования у меня очень смешанные чувства, потому что для меня оно разделилось на несколько частей. Первая часть, та, с которой я бы точно не спорил, это то, что если у нас есть компания в Литве, которая печатает паспорта для литовцев, но на 75% контролируется там, финансово кошельком белорусского режима, то это самое первое, главное, красный флаг, на который нужно обратить внимание. Ну, безусловно, там, на это сейчас должны обратить внимание и литовские спецслужбы, и белорусская оппозиция. Ну, то есть надо понять, как бы, как это работает, потому что, ну, перепроверить. Там было еще много про то, что эта компания участвовала в каких-то коррупционных скандалах, но, собственно, сами скандалы там достаточно для меня... Ну, то есть для меня это не показалось какой-то серьезной информацией, потому что описание, которое после этого было, оно, в принципе, напрямую никаких там коррупционных схем не показывало. Это были скорее информационные скандалы, чем финансовые. И там была последняя часть непосредственно про офис и Микиту Забуга. Я просто общался с этим человеком. И вот здесь меня смутило то, что у нас как бы очень часто любят обвинять людей, которые когда-то очень давно что-то делали. Да? То есть он там закончил Академию МВД в 2003 году и ездил с каким-то там из представителей МВД за границу в 2013 году. Да. Но, ребята, это было 11 лет назад. За 11 лет огромное количество людей в Беларуси там переформатировалось полностью. Поэтому очень важно как бы смотреть на то, какой человек сейчас, а не на то, кем он был там 20 лет назад или 11 лет назад. Да. То есть, потому что из того, что я слышал про Микиту, то, что человек, который очень много сделал для, собственно, белорусской культуры, для белорусской геральдистики и так далее и тому подобное. Поэтому вот последняя часть меня не очень кликает. Мне хочется верить, что все-таки как бы те факты, которые приведены, они там, да, они там показывают какую-то часть, что человек мог быть связан с МВД, но он же это не прячет, у него это в LinkedIn написано. То есть это не было расследовано, это было просто взято из LinkedIn. Поэтому, да, компания-партнер, которая печатает паспорта, безусловно, должна быть проверена. Все остальные части меня вызвали такие противоречивые ощущения. Ну, па шчырасці, у мяне ў дадзеным выпадку пытанне было такое: калі гэта структура сапраўды супрацоўнічае з літоўскімі уладамі для літоўскай дзяржавы, друкуе афіцыйныя дакументы, то, здаецца, пра яе нейкую там чыстаплотнасць і ўсё астатняе павінны былі ўзнікнуць найперш пытанні не ў Кавалеўскага, а ў літоўскай спецслужб.
Я разумею, что там літвінізм, там з гэтым трэба найперш бороться, але куды глядзелі у такім выпадку? Да, ты абсолютно прав. Именно поэтому мне очень важно, чтобы финальное заключение здесь вынесла все-таки литовская сторона. Ну, для них эта ситуация гораздо более опасная, чем для нас. У нас еще ничего даже не началось, даже никакие данные не начали собирать. Если у них белорусский режим, условно говоря, может контролировать все выдаваемые в Литве паспорта, вот это проблемка. Я не думаю, что так есть на самом деле. Да? То есть, но это, безусловно, то, в чем нужно разобраться в первую очередь. Потому что мотивация кабинета понятна. То есть у них есть компания в Литве рядом с ними, которая печатает паспорта не только для Литвы, она там для разных стран печатает. Ну, то есть, как бы, это же идеальный партнер, и логично, что нужно работать с ней. Соответственно, если сейчас скрывается такая часть истории, это, конечно же, огромный риск. Это то, что нужно проверять и со стороны, как я уже сказал, белорусской оппозиции, но в первую очередь со стороны литовских спецслужб. Потому что если то, что в этой статье правда, то литовцы будут выглядеть очень странно, как бы, если у них белорусский режим контролирует выдачу паспортов. Пытанне ад Рото. Пытанне, калі ўсе ваши парады выканаў, ну это вот той наш глядач, які, як разумею, знаходіцца ў Беларусі, але базы прагаласаваўшых, я наконт іх захаванасці хочу запытаць, то есть застаюцца базы тых, хто прагаласаваў, вот это пашпарты, якія мы фотам адпраўлялі вот на платформу, яны дзесьці вот захоўваюцца зараз? Нет, это вся информация, как бы, которая находится на стороне Верифа как KYC-провайдера, который защищен там всеми возможными сертификатами. И очень важно, что вся эта информация удаляется сразу после выборов. Таким образом, сегодня нет такой базы, как бы, для того, чтобы можно было просто взять, пойти и паспортные данные украсть. Таким чынам атрымліваецца, што ўсе гэтыя перасцяро, ну, ці мелі пад сабой, я сфармулюю по-іншаму, ці мелі пад сабой падставы, ну, как бы баяцца, таму што шмат хто з беларусаў казаў, асноўны аргумент быў: я не хочу нікому аддаваць свае паспартныя звесткі. Хаця, ну, как бы ты перасекаў мяжу, і нават калі это гаворка про што ўжо за мяжой, перасекаў мяжу, ўжо твои пашпартныя звесткі ёсць у базе, что ты з'ехаў і гэтак далей. Але вот не жадаем нікому даваць свае звесткі. То есть вот апраўданыя гэтыя перасцярогі ці не? Смотри, здесь же есть, как бы, условно говоря, свой технический и свой эмоциональный. Да, то есть технически, безусловно, мы сделали все для того, чтобы невозможно было эти данные вытащить, украсть, перехватить и прочее, прочее. Но есть эмоциональный слой. Эмоциональный слой, как бы, говорит человеку о том, что всех везде задерживают, все везде там крадут. Плюс на фоне этого постоянно выходят новости, что где-то кого-то взломали, где-то что-то украли. И тут же очень важно понимать, что когда мы говорим про общественность вот в широком понятии, то это люди, которые не разбираются в технологиях, в блокчейне, там, не понимают, что значит там self-sovereign identity, который, или там blind signatures, которые мы используем. Да? То есть эти люди либо доверяют организатору, либо не доверяют организатору. И дальше эти люди взвешивают риски против той пользы, которую они могут получить. Да? То есть у меня здесь есть очень хорошая аналогия. То есть когда там в 2020 году в «Голос» пришел там 1 200 000 человек практически за неделю, зарегистрировался на платформе, нам поступило, наверное, 3 или 4 вопроса о том вообще, какие данные передаются, как они хранятся. Никого это вообще не интересовало, потому что у людей была очень понятная цель и была очень понятная мотивация. В данном случае там все было просто завалено вопросами, мы устали писать инструкции, как это все работает, хранится, передается и так далее, потому что совершенно другая среда. С одной стороны, гораздо сильнее риски по сравнению там, с 2020 годом, ну, потому что белорусский режим показал, что они умеют преследовать людей за границей, они там наказывают людей внутри страны, и все поняли, что это реальность. В 2020 году этого еще далеко не все понимали. А вторая часть этой мотивации – это ради чего? Да? И, соответственно, если человек понимает, что его личный риск и недоверие или сомнение, тут даже слово «сомнение» правильнее использовать, не перекрываются какой-то очень понятной осязаемой пользой, которую он может получить взамен, тогда, безусловно, он не будет голосовать, и это абсолютно нормально. То есть, с моей точки зрения, если человек сомневался и не проголосовал, ничего страшного в этом нет, как бы.
Потому что сейчас тоже многие пишут, что ага, вы там струсили, вы побоялись, вы не участвуете в гражданской жизни общества. Ребят, не так все быстро, не так все сразу. После всего, что мы пережили в последние 4 года, это нормально бояться и сомневаться. Как бы то, что проголосовало 7 тысяч человек, отлично. Сейчас как бы все устаканится, пройдут все эти информационные атаки, пройдут вся дезинформация и так далее. И люди будут понимать, что на самом деле как бы все прошло безопасно. В следующий раз поучаствуют больше. То есть это тоже путь, и, соответственно, и это путь, в котором нужно объяснять, ради чего это. Потому что здесь сейчас все очень сильно будет зависеть, в том числе от Координационного совета. Потому что если они покажут, что они действительно могут влиять на жизни людей, что они могут решать проблемы людей, что они действительно представляют белорусов и белорусок и что-то для них делают, тогда, безусловно, на следующие выборы придет больше людей, потому что люди будут понимать, зачем. Если этого не будет происходить, я думаю, что там, следующего электорального ивента нам уже не понадобится. Ну, вось будем лічыць, что это быў такі адказ Павла Лібера Ивану Шиле на его допис. Иван, ты знаешь, кстати, Иван написал очень хороший пост. Мне очень понравился этот пост. Единственное мое несогласие в данном случае с Иваном будет в том, что люди не придут одномоментно. Люди не придут из-за какой-нибудь цели, миссии, идеологии, потому что их до этого слишком часто ради этого звали, и ничего не случалось. Поэтому люди придут, когда будут видеть, что это работает. А наша задача доказывать сейчас шаг за шагом, что это может работать. Павел, каб далёка не адыходзіць, ты зараз узгадаў, калі вот все гэтыя звесткі правяраліся праз верыф. Слухай, я не камп'ютаршчык, я не технар, я абсолютно в этом не разбіраюся, но я бачыў краем вока таксама нейкія там наезды, что это верыф, что это нейкая там незразумелая контора, что она там что-то там злівае, что-то там яшчэ там прадае, перапрадае. Карацей кажучы, я думаю, что ты лепей разбіраешься. И ты мне скажи, вот тыя прэтэнзіі, якія да удачынення до этого верифа выказывались, маюць под собой подставы ці не? Да, это пошло, по-моему, от Балкунца, или кто-то разместил у себя на канале о том, что смотрите, вот на сайте какой-то там скам-эдвайзер, типа вериф имеет низкие отзывы, а еще вот они там нарушают GDPR и сливают персональные данные. И ко мне даже пришла какая-то журналистка белорусская с таким вопросом, типа, правда ли, что вериф нарушает GDPR и так далее. Но проблема в том, что даже если просто открыть эти линки, то первое, можно увидеть, что там а-ля там 7 негативных отзывов для компании, которая работает, сколько на рынке, там больше 10, больше 15 лет, по-моему. Да, и при этом сам этот сайт крайне рекомендует эту компанию, вериф, у нее там 100 из 100 рейтинг. Да. А второе, там действительно было в 2001 году дело, когда группа людей в Америке подала иск против вериф, что вериф не сообщил им, что в том числе анализирует черты их лица, и вериф им выплатил компенсацию. И на этом, собственно, иск был окончен. Во-первых, это никак не связано с GDPR, мы говорим вообще про Америку. Во-вторых, это очень частный, единичный кейс, который вообще не про слив данных, а про претензию людей к тому, что их не уведомили, что их биометрика лица анализируется, и после этого вериф просто добавил у себя, что их биометрика лица как бы анализируется. Ну, то есть это тоже часть того, что я называю как бы информационные вбросы, когда очень хочется дискредитировать либо систему, либо процесс, либо результаты, либо еще что-то. Вериф в данном случае, как бы, это очень простой случай, потому что любой человек может зайти на сайт и посмотреть, как бы, что все ровно так, как я говорю. Да? Любой человек может почитать, что все ровно так, как я говорю. И тут же еще очень важно, что Вериф — это очень крупный бизнес, который работает с Визой, который работает там, с Болтом, с Вайзом. То есть это не те компании, которые бы работали с ненадежным партнером, потому что у этих компаний все строится на репутации. Поэтому, когда ко мне приходят и говорят, ага, ты взял какую-то странную компанию, которая на самом деле мировой лидер, работающий с самыми крупными игроками на рынке, ребята, это смешно. Как бы я понимаю, что там всем очень хочется хоть что-то написать, но это не тот случай. Сейчас же пошла еще вторая волна дискредитации. Это о том, что выборы были сфальсифицированы, люди там постают
какие-то там бумажки о том, что Тихановская якобы хотела поздравить Ватрушку Так, не 26 забегай числа. наперад, гэта у мяне на закуску самые такие убойные это самое доказы твоей виноватости. Я это называю мир милоты. Добра, вот давай мы першым перайдзем до гэтай тэмы. Пытання юзер пытается ці бяспечна пакідаць прыкладанне на телефоне пасля выбораў альбо далей будзе новый продукт. Ну я, дарэчы, сабе на телефон вот менавіта апку прыкладання не скачиваў. Я зайшоў праз телеграм-канал координацыйнай рады, там была спасылочка, і праз эту спасылочку ўсё зрабіў, у мяне на телефоне нічога не засталося. Але хтосьці, відаць, можа быть, сабе скачиваў. Ну вот чалавек за мяжой у Беларусі не ездзіць, варта ему пакідаць гэтую апку ці не? Смотри, если человек за границей, то мы бы предлагали этому человеку оставить приложение. Потому что тот Digital ID, который он выпустил, это, по сути, уникальный идентификатор, с которым он сможет участвовать дальше в каких-то голосованиях, выборах, петициях, опросах, которые, я уверен, будут, потому что если у нас начинают формироваться какие-то политические силы, то у них, безусловно, возникнет вопрос, а как, собственно, вовлекать людей в принятие решений. Если человек ездит в Беларусь, то тогда ни в коем случае приложение оставлять не нужно. Вам нужно его удалить по инструкции, которая на этом сайте, который bit.ly/rada 2024. И, как бы, собственно, ну, то есть разница в этом. Добра, давай тады перайдзем до самага цікавага моманта. Ведаеш, што вот гэтая перапіска, якую у вас хакеры скралі, твою і Франыка Вячорка, мяне там нават не тое здзівіла, што Франак Вячорка патрабаваў, каб ты зрабіў такі вынік, як трэба. Вот. І нават не тое, што ты, можа быть, нават пагадзіўся, а на тое, што ты, оказывается, так умеешь матюкаться. Это было очень мило, потому что на самом деле, как бы, ну, люди, которые знают меня, знают, что я, в принципе, очень спокойный человек и никогда не ругаюсь. Поэтому, когда появились эти якобы слитые скрины, то, кстати, там даже непонятно с кем, там от Франыка, типа, что-то пересланное или что-то такое, то это как в шутке. Я это сбросил Франыку, и Франок сказал: да, конечно, это то, как мы с тобой обычно в реальной жизни и говорим. И там... Знаешь, что как бы ничто не выдавало агента, кроме того, что у них нет денег даже на Telegram премиум, потому что у Франака, например, Telegram премиум, у него есть специальные значки, которых там не было на этих скринах, да. И сам факт появления этой переписки одновременно со всеми другими артефактами, как бы, да, он же тоже говорит о том, что это там очень целенаправленная кампания противодействия результатам, что все равно все сфальсифицируют там и всех сольют и бла-бла-бла. И в данном случае я скорее удивлен некачественности этого всего, да, то есть потому что ну, то есть, если вы пытаетесь имитировать переписку, ну, вы хотя бы, как бы, посмотрите, кто там с кем переписывается, и как они переписываются, и так далее, и тому подобное. Ну, иначе, как бы, это сразу все воспринимается как шутка. И таким образом, ну, окей, все посмеялись, как бы, и переписка никуда в итоге не пригодилась. Но мы понимаем, что это просто часть кампании, и это очень интересно, потому что... Раньше белорусский режим, он же не использовал таких методов, как типа там DDoS-атаки или выключение там VPN на день целенаправленно под какие-то ивенты. Или такие вот дезинформационные вбросы с попыткой там имитировать что-то и так далее и тому подобное. И сейчас все это начало происходить. И это не очень хорошие новости на самом деле, потому что мы видим, что белорусский режим, он точно так же учится играть в информационном поле, как с точки зрения каких-то атак, так и с точки зрения там, более осознанной работы в плане дезинформации и всего остального. И нам нужно понимать, как мы, в свою очередь, к этому готовимся. А с учетом того, что переписки, где можно было бы сфальсифицировать выборы, ну, то есть на наше счастье у нас все происходило в блокчейне, все транзакции лежат в блокчейне, любой человек может посмотреть, как они туда ложились, и таким образом, как бы, есть самый простой ответ на это, да, то есть, что все настолько прозрачно и понятно, что, в принципе, как бы, вот идите и аудируйте, если хотите сами. То есть...
Но сам факт, что это появляется, безусловно, свидетельствует о том, что дальше такое противостояние будет нарастать, нас ждет еще больше каких-то вбросов, еще больше каких-то атак, и к этому нужно быть готовым, к сожалению. Меня больше встревожило, что режим может достаточно легко выключить популярные VPN в стране, ну, именно на уровне протоколов. Там часть протоколов оставалась работать, часть протоколов были заблокированы, но были заблокированы самые популярные, что значит, что в нужный момент вот этот краник VPN может закрываться. И это очень плохо, потому что, по сути, нам нужно ускориться с различными решениями, которые были бы безопасны для людей и не требовали бы VPN. Але ўсё ж таки, наколькі, ну вот чисто тэарэтычна, Павел, наколькі магчыма было ўсё ж таки накруціць галасы, подкруціць я умоўнаму там вот я не ведаю там кому там добровольскому, каб ён больш атрымаў, чым вот за яго прагаласавалі рэальна. Нет, это было невозможно, потому что, ну, во-первых, как бы платформа есть в виде открытого кода, во-вторых, платформа проходила аудит, в-третьих, как я уже сказал, все транзакции ложатся в блокчейн, ну, в-четвертых, тут ну, уже просто на уровне ощущений, уже если бы хотелось, если бы можно было подкручивать голоса, то, наверное, бы проголосовало гораздо больше людей, потому что все, что обсуждается сейчас, это насколько вообще легитимен Координационный совет при таком количестве проголосовавших. Так, ну одно такое абвінавачванне адмёў, але тым не менш на гэтым все не сканчаецца. У мяне ўвогуле такое ўражанне, што па выніку гэтага галасавання быў абраны, ну у выніку у любой там нейкай палітычнай кампаніі, дзейснасці там ці падзеі ёсць абіраецца пэўнай часткай грамадства нехта на ролю доктара зла. Но Франак Вячорка ён пастаянны, такі ў яго так прэміум класа гэтае званне, а вот гэтай кампаніі лібера вот такое адчуванне прызначылі. Добра, гэта ты адмёў. Быў яшчэ один дакумент, нібыта ад офіса Ціхановскай за подпісам Ціхановскім, у якім яна нібыта віншавала з перамогай на выбарах каманду Павла Латушкі і яго асабіста, а гэта было яшчэ да заканчэння галасавання. І тады пачаліся абвінавачванні. Лібер сліў папярэднія звесткі. Ён ужо как бы даваў папярэднюю інфармацыю, і там ужо у офісе ўсё ведалі, куды ўсё ідзе. Было такое? Ну, правильно, раз не сфальсифицировал, значит, хотя бы заранее сливал результат. На самом деле это тоже невозможно, потому что для этого достаточно просто зайти на наш блокчейн-провайдер, это компания Wogdoni, собственно, в момент открытия голосования они там закрывают цензус, и там нет реал-тайм данных. Из-за того, что мы используем блокчейн-платформу, это конфигурируемая опция, мы ее осознанно выключили, и, собственно, очень многие люди, кстати, которые вот разбираются в платформах в блокчейне, они как раз нам писали, типа, почему мы не можем посмотреть данные, потому что они напрямую заходили к ним и через их блокчейн-эксплойер хотели смотреть там live results. И не могли, потому что эта информация была закрыта на уровне платформы, ее не мог видеть никто. И это то, о чем мы договорились с ЦИК, потому что ЦИК вначале хотели, чтобы была возможность, допустим, например, только для них это видеть, но технически это было невозможно. То есть технически это было бы доступно либо всем, либо никому. Ровно как, кстати, по количеству проголосовавших мы решили, что это будет доступно всем. Поэтому, к сожалению, для офиса Тихановской и команды Павла Латушка это было невозможно, поэтому либо у офиса Тихановской хорошая чуйка, либо это очередной фейковый документ. Ну, честно говоря, я его видел, и даже потому, как он сделан, это больше похоже на фейк, чем на шутку. От, дарэчы, глядач пад нікам Мікіта пераконвае нас, што аргументы, што па нібыта у Франака Вячорка павінна было быць бачна, што у яго прэміум телеграм, гэта неправда. Микита пишет: уверен на 100%, что когда пересылаешь сообщение от премиум аккаунта, не видно, что он премиум у самого такой. Может быть, кстати, вот с этим спорить не буду. Как бы я просто помню, что у Франака есть как бы галочка, но насчет пересылок не уверен. Так. Быў яшчэ один скандал, ён не звязаны с наўпрост з цяперашнім галасаваннем на выбарах у Координацыйную раду і платформай Беларусь ID, але чамусьці ізноўку всплыла тэма
голоса, тэма галасавання ў 20-м годзе, тэма того, что тады Лібер нібыта заклікаў галасаваць у тым ліку праз Viber, а Viber, маўляў, гэта падкантрольная КДБ структура, і такім чынам Лібер заклікаў людзей галасаваць на небяспечнай платформе. Чамусьці асабліва вот з гэтымі прэтэнзіямі да Лібера, наколькі я ведаю, мы размаўлялі просто з ім, шмат прыходзілі да Александра Балаганова. Я нават спытаўся: слухай, а ад цябе яны што хочуць? Вот каб ты што зрабіў? Лібера там дзе-нибудь паехаў, вылавіў ці што? Чаму вот да яго? Але все ж таки, што там было? Да, сейчас расскажу. С Балагановым вообще очень смешная история, потому что ему в претензию ставят, что он столько раз звал меня на интервью и ни разу меня про это не спросил. А мы с ним познакомились всего-то 2 недели назад, я к нему первый раз пришел на интервью, поэтому за все то количество, которое он меня звал, действительно этот вопрос ни разу не был задан, наверное, потому что, собственно, и не звал до этого. Слушай, это еще один очень интересный миф, который сейчас вот пытаются разгонять. Опять же, для меня это все часть какой-то одной там дискредитирующей линии, потому что оно же все появляется одновременно. Да? Все эти вбросы появляются в один день, типа переписки, бланки, обвинения насчет голоса в 2020 году там, и так далее и тому подобное. Я в такие случайности... Паша, да. я пераб'ю. А у один момент, у один день, а у одних там крыніцах, у одних каналах и на это все з'яўляецца. То есть вот можно просочить, проглядеть, откуль гэта ідзе. Смотри, оно появляется, как правило, в связанных каналах, которые, как правило, репостуют друг друга, да, то есть, и для меня, смотри, для меня это, я не могу честно сказать, это там, не знаю, дезинформация режима или это дезинформация там каких-то людей, которые просто не разделяют там существующие какие-то политические структуры оппозиционные и прочее. А может быть, люди просто действительно в этом убеждены, такое тоже может быть, потому что, своих, здесь Поздняк рассказывает похожую историю, да, что всех Viber слили там и так далее. Но тут же очень важно понимать, что первое, и там всегда звучит Viber и 700 тысяч человек. Значит, смотрите, платформа «Голос», 2020 год. Во-первых, она работала в 2 мессенджерах, в Телеграме и в Вайбере. И люди слали свои бюллетени, 550 тысяч человек, через оба этих мессенджера. То есть, соответственно, примерно 60% было в Вайбере, примерно 40% было в Телеграме на тот момент, потому что Вайбер был более популярный, чем Телеграм. То есть речь вообще не идет там про то, что все голосовали через Вайбер, и их было там 700 тысяч человек. Второе. Как правило, этот аргумент приводится потому, что люди помнят, что в Беларуси был офис Вайбера, а если в Беларуси был офис Вайбера, значит, он точно разрабатывался под кураторством КГБ, там ОАЦ, все что угодно там звучит, но можно просто открыть новости и посмотреть, что в 2014 году Viber был куплен японской компанией Rakuten, и, соответственно, когда вы открываете Viber, у вас там написано Rakuten, и основная разработка была вообще унесена. В Беларуси остался офис разработки, но продукт полностью стал принадлежать другой компании, и которая, собственно, этот продукт распространяет, гарантирует тоже на уровне аудитов и сертификатов, что у него есть сквозное шифрование звонков и сообщений. То есть для них это бизнес. Они на тот момент купили компанию почти за $1 миллиард. То есть, и это было в 2014 году еще раз. То есть спустя там 10 лет на текущий момент, в какой белорусской КГБ мы вообще говорим. Даже в 2020 году про какое белорусское КГБ мы вообще говорим. Более того, мы достаточно плотно следили за инфополем, и есть упоминание, что Viber мог отдать информацию по человеку, а не по перепискам, по решению суда и запросу, но ни одного подтверждения этого не было. Это были единичные случаи, как, собственно, это работает с любыми мессенджерами. И второе, тоже очень важно, это то, что многие ссылаются на интервью представителя Байпова, Станислава Лупоносова, который говорит фразу о том, что Viber разрабатывался под кураторством белорусского КГБ. И все, обычно на этом моменте видео отрезают и говорят: все, видите, доказано, представитель силовиков говорит, что так и есть. Но после этого Станислав говорит фразу о том, что доказательств нет, но я уверен.
как бы, и с учетом того, что, ну, допустим, просто математически представим, что в Viber было там больше 550 тысяч, где-то 60%, ну, там 300 тысяч человек возьмем каких-нибудь, да. И это могло бы быть куда-то слито, ну, то есть речь бы шла уже о совершенно других задержаниях. И поэтому как бы, эта история абсолютный миф, и она всегда появляется в момент, когда мы начинаем создавать и выводить какие-то продукты, и сразу же затихает после этого. И это еще один просто вброс для того, чтобы... Ну, я говорю, что когда это все появляется одномоментно, люди, безусловно, это все смотрят и начинают сомневаться. Ой, а может, вериф плохой? Ой, а может, действительно они все сфальсифицировали? Ой, а может, они знали результаты? Ой, а может, Viber небезопасен? Но при этом давайте посмотрим в лицо реальности, как бы за все время существования голоса, это уже 4 года, был только один случай, когда человека задержали за то, что у него был голос, потому что у него он был на телефоне. То есть и с Вайбером ровно та же история. Все случаи задержания активистов были связаны с тем, что у человека в Вайбере находили переписки, которые он забыл там удалить, спрятать и прочее, прочее. Это было абсолютно физическое воздействие, а не перехват трафика. И поэтому я бы здесь был на самом деле спокоен. И в Беларуси по-прежнему активно пользуются Вайбером. Да, вы можете им пользоваться, делайте это, пожалуйста, безопасно. А лучше пользуйтесь сигналом. Лично я в плане приватных сообщений не доверяю ни Вайберу, ни Телеграму. Не потому, что этот трафик может перехватить белорусское КГБ, да, а потому что как бы этот трафик могут... Ну, то есть мы не знаем, что происходит там на серверах там, Viber и Telegram в их оригинальных компаниях. Вот здесь вот у меня есть опасения. То, что белорусское КГБ там кого-то могло слить, здесь у меня нет опасений. Так, трэба замовіць расследовательскому центру расследование колькі акцый кампаніі сігнал мае Лібер, что ён зараз вот яго рэкламуе на суперакіншым. Добра, Павел, на жаль, трэба завершаць нашу размову. Мы перад пачаткам галасавання з табой размаўлялі і ўзгадывалі тэму, што кіберпартызаны таксама на бяспеку правяралі платформу. Па заканчэнні галасавання быў які-небудзь таксама ад іх рэзюме? Да, я сразу, то есть еще раз проясню то, что мы в прошлый раз обсуждали. Да, то есть у нас была независимая компания, которая сделала аудит. Я, к сожалению, не могу называть ее имя, и ты, к сожалению, не можешь называть ее имя, но, собственно, с ними все эти результаты и шарились. Это международная компания, специалисты по информационной и кибербезопасности. Мы с ними провели 5 недель где-то. И после этого уже давали код киберпартизанам и просили у них скорее второго мнения. Они не могли здесь сделать полноценный аудит. И при этом они супер ответственно отнеслись к этой задаче. Дали нам достаточно много идей и предложений. Мы подкорректировали какие-то вещи. Собственно, вот мы до этого сомневались насчет веб-версии. После разговора с киберами мы как раз сделали веб-версию основной в Беларуси. То есть, и мы им очень благодарны за помощь. Собственно, когда голосование закончилось, мы их там еще раз поблагодарили. Они там тоже написали нам, что мы молодцы, что у нас была сложная платформа, и все отработало как надо. И я им очень благодарен за помощь. Я к ним с радостью буду обращаться в следующий раз, потому что действительно очень крутые профессионалы, которые подсветили какие-то моменты, которые нам даже не подсветил суперпрофессиональный внешний аудит. Дзякуй вялікі, Павел. Ольга Шат на заканчэнне. Павел, огромное спасибо и наше восхищение всем участникам выборов, которые не побоялись обещанных репрессий, и гордость за тех 6800 человек, которые проголосовали. Рейтинг политиков определен. Ура! Ну, я таксама лічу, что вельмі добра сама гісторыя от самой стварэння платформы для галасавання. Я думаю, что гэта сапраўды, як звычайна, беларусы показалі свае здольнасці арганізатарскія і тэхнічныя і ўсе астатнія. Дзякуй, Павел. Я спадзяюся, что сапраўды яшчэ не адзін раз спатрэбіцца і платформа. Ну а вам дзякуй за тое, что вы робіце. Жыве Беларусь. Жыве вечна.